С мая по октябрь 2023 года добровольцы Лиза Алерт получили 167 заявок на поиск. 129 человек удалось найти живыми, 16 пропавших найдены мертвыми, 11 не найдены по сей день. Начался летний сезон 24-го и снова заявки. С начала июня их поступило уже 10. Двоих жителей Коми все еще продолжают искать. И это еще не начался сезон походов по грибы и ягоды. Волонтеры уже сейчас напоминают жителям Коми: важно соблюдать меры безопасности. Отправляясь на тихую охоту или в поход даже в знакомые места, всегда стоит помнить, что лес – место достаточно коварное, и даже в знакомых местах можно заплутать. Отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Коми «Ухта-Спас», которым руководит Василий Гермогенов, работает в нашем регионе уже 8 лет. Его волонтеры есть не только в Ухте, но и в Сосногорске и в Сыктывкаре. За время работы поисковики помогли найти более 280 пропавших человек. Большинство из них – дети. Люди упускают такую деталь, что ежегодно данное место, хоть они и часто туда ездят, оно меняется. То есть вырастают молодые деревья, да? Где-то образуется вода. Там была ямка, все время была сухая, а тут накрыла водой и стал водоем. То есть постоянно именно среда, она меняется. И люди вроде как бы заходят в знакомое место, но начинают теряться, потому что теряют ориентиры. Позаботиться о своей безопасности нужно еще до похода в лес. Прежде всего сказать родным, в какой район леса вы отправляетесь, где войдете в него, как долго планируете там пробыть. Есть минимум вещей, которые пригодятся в лесу в любом случае. А если вы заплутаете, то такой походный набор поможет дождаться помощи. В него входит запас воды, перекус, спички, заряженный телефон, компас, нож и свисток. Не лишними будут средства оказания первой помощи. Обычные и эластичные бинты, жгут, жаропонижающие и обезболивающие. Важно и правильно одеться. Элементы одежды должны быть яркие, ни в коем случае камуфляж. Потому что с камуфляжа человека фактически не видно, он сливается с местностью. И мы даже при прочесе, он может сидеть рядом с тропинкой, мы можем просто его пройти и не увидеть, потому что он будет сливаться с местностью. Особенно если он привалился куда-то спиной к дереву. Вот это, самое такое. То есть поэтому всегда должны быть элементы яркой одежды. Волонтеры регионального подразделения поискового отряда «Лиза Алерт» помогают искать людей в Коми с 2017 года. Ухтинка Анастасия Хисамутдинова присоединилась к отряду в 2020 году. За это время она 17 раз отправлялась на поиски пропавших людей. У нас есть, своя особенность, потому что очень большая территория, у нас очень болотистая местность, очень много непроходимых мест. Поэтому нам нужно как можно больше добровольцев. Если человек заплутал в лесу, ему нужно обратиться в экстренную службу по номеру 112. Номер доступен и вне сети оператора, и при отрицательном балансе, и даже при отсутствии сим-карты в телефоне. Следующий шаг – помочь поисковикам обнаружить себя. Вы поняли, что вы заплутали. Остановитесь, не нужно никуда идти. Сразу звоните 112. Оглянитесь, возможно, есть рядом поляна. Да? То есть вам лучше выйти на поляну. Вас будет легче найти, обнаружить. В нашем регионе есть волонтеры, которые отдают свои силы и время, чтобы помочь найти потерявшихся. Однако наша безопасность в наших руках. И потому не стоит относиться к походу в лес легкомысленно и пренебрегать советами спасателей и поисковиков. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.